Бишбармак – еда дикарей. Что еще может подумать иностранец-турист? Ведь рассказ про главное блюдо казахского дастархана ограничивается объяснением лишь названия. Блюдо кушают руками, поэтому бишбармак. Во всех телевизионных передачах встречаю лишь такое кокетливое-стыдливое объяснение. В дополнение показывает голову барана, на который ведущий бросает лишь брезгливый взгляд. Интересно, есть ли традиционное блюдо с названием «две палочки», «вилка», «ложка»? Ну это к примеру. Главное достояние казахской национальной кухни называется ет, который в Казахстане многие называют бишбармак, а иногда бешбармак или просто беш. Название бишбармак – это очередной абсурд, поскольку бармак – это название лишь большого пальца. Остальные пальцы в казахском языке называются саусак. Тогда стоило бы назвать блюдо без саусак, вместо названия 5 больших пальцев. А слово беш вообще не существует в казахском. Но это, наверное, потому что сложно выговаривать без. Видимо, тем, кто обозвал это блюдо. Есть особый и строгий порядок и правила подачи блюда, не уступающие ритуалу чайной церемонии, начиная с особого метода забивания скота, который исполняет касапшы по всем тенгрянским обычаям, разделяя тушу на 12 частей, завершая благословением старейшины, называемое бата, после трапезы. Готовое мясо раскладывают в строгом порядке, определяя каждому гостю по иерархии и статусу. Процесс этот называется табак-тарту. Табак – это посуда, блюдце, как правило, деревянные. В особых случаях приглашается табакшы, который контролировал и распределял мясо по правилам. В готовке мяса мог участвовать казаншы. В зависимости от сервировки частей туши табак именуют по-своему: бас табак, қос табак, сый табак, кию табағы, келін табағы, жастар табағы, жай табак. Гость мог оскорбиться, если вдруг по ошибке ему подадут не тот табак. Это отражает поговорка: қарсы алғанның белгісін қабағынан таниым, сыйлағанның белгісін табағынан таниым. Означает, что человек степень уважения понимал по поданному блюду, настроение по брови. Ет – своего рода визитная карта нашей страны, и вместо глупых объяснений, что блюдо едят руками, нужно знакомить людей с познавательной традицией подачи, отражающей мудрость и культуру народа предков. А в ресторанах можно реализовать целую церемонию – мясо по-казахски.